Добрый день, уважаемые коллеги, участники республиканского семинара. Мы приветствуем вас уже на 7-м семинаре, участниками которого являются классные руководители Республики Коми. Традиционно мы с вами встречаемся по четвергам, и сегодня мы рассматриваем с вами очень важную тему. Эта тема касается, конечно, нашей совместной работы классного руководителя и команды класса. Мы понимаем, что предыдущий семинар был посвящен формированию как раз межколлективного взаимодействия, форм, которые способствуют формированию именно команды образовательной организации, силы которой направлены на формирование программ воспитания и на формирование малых педагогических советов классов. А сегодня в центре нашего внимания классный коллектив. Да, это уникальное пространство, которое, конечно, осознается нами именно через те процессы, которые происходят внутри классного коллектива. Яркие личности, яркие индивидуальности. Каким же образом работать с детским коллективом? Да, очень много есть технологий, много научных теорий, а наша задача сегодня в течение 2 часов погрузиться в методологию формирования детского коллектива. И мы очень рады, что в соответствии с нашим модельным рядом данных семинаров первоначально мы будем работать с федеральными экспертами. Далее мы представим уже наше профессиональное видение, будет работать с вами региональный эксперт. И, конечно, мы очень рады, что сегодня уже на 3-м этапе, как всегда в рамках нашего семинара, с нами будут работать уже практики. Кто же сегодня будут являться нашими спикерами? Итак, уважаемые коллеги, начнет нашу работу Анастасия Андреевна Кузнецова, которая является начальником отдела взаимодействия с образовательными организациями городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы. Мы очень рады, что Анастасия Николаевна сегодня с нами на связи. И в течение почти 40 минут, уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы, которые вас интересуют. Мы будем работать в рамках профессионального чата и надеемся, что наши спикеры найдут возможность отвечать на вопросы. Далее с нами работает Анастасия Николаевна Игнатьева, методист Центра развития общего образования и воспитания личности нашего института, Коми Республиканского института развития образования. И мы рассмотрим уже вопрос о технологиях формирования классного коллектива. И мы очень рады, что сегодня вместе с нами будет работать Михаил Владимирович Найгин, специалист по работе с молодежью Республиканского центра детей и молодежи. И, конечно, республиканская программа по воспитанию, она реализуется совместно с Российским движением школьников. И каким образом проекты РДШ сегодня должны быть внедрены в систему работы с классным коллективом каждой организации, Михаил Владимирович раскроет данный вопрос. А далее, коллеги, очень важное выступление. Ольга Михайловна Селезнева, которая является руководителем проекта «Опорная школа» в гимназии номер 2 города Инты. Она является заместителем директора по учебной работе. И Ольга Михайловна представит опыт работы гимназии именно как опорной школы Республики Коми по организации внеурочной деятельности в дистанционном формате. Этот опыт очень важен. А далее уже коллективное выступление. Педагоги, коллектив, малый педсовет Зеленецкой средней общеобразовательной школы будет работать вместе с вами. Формирование классного коллектива от начального общего к среднему общему образованию. Вот такая важная тема, которая, конечно, демонстрирует систему работы на уровне сельской школы.
Итак, коллеги, интересная программа семинара. Позвольте считать наш семинар открытым. Я напоминаю, что у вас есть возможность на сайте института еще через прямую ссылку зайти и включиться в работу данного семинара. Материал семинара будет представлен в разделе «Профессиональный видеозал» на сайте нашего института. И в дальнейшем, коллеги, я очень надеюсь, что вы на уровне организации будете обсуждать, каким образом сегодня надо принять наше содержание уже как основу для принятия важных решений. Профессиональных решений, которые будут способствовать, конечно, эффективному формированию классного коллектива. Поэтому, коллеги, все будет в открытом доступе. И самое важное, чтобы вы на уровне организации обсудили содержание республиканского семинара. Итак, коллеги, позвольте мне передать слово Анастасии Андреевне. Анастасия Андреевна, вы с нами на Добрый связи. день, Ирина Владимировна, здравствуйте. Добрый день, мы очень рады, что мы вас видим, слышим. Республика Коми вас приветствует, и мы вам передаем слово. Спасибо, что вы нашли профессиональную возможность поработать с нашими классными руководителями. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Очень приятно, и я, в свою очередь, также благодарю и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и Коми-Республиканский институт развития образования за возможность профессионального взаимодействия и сотрудничества с сообществом классных руководителей. Мы с вами, конечно, знаем и чувствуем на себе, и понимаем, да, что сегодня вопросам классного руководства внимание уделяется на самом высоком государственном уровне, и поэтому, конечно, каждый субъект федерации осмысливает задачи, которые связаны с новой ролью классного руководителя. И моя сегодня задача, коллеги, поговорить, да, пообщаться с вами на тему о том, каковы же этапы формирования детского коллектива и в чем роль классного руководителя в данном процессе. И, конечно, я, как представитель городского психолого-педагогического центра, буду делать акцент в первую очередь на психологической составляющей работы классного руководителя с детским коллективом и постараюсь раскрыть для вас, с одной стороны, актуальность данного вопроса, а с другой стороны, немножко вскрыть закономерности, которые позволят педагогу, который осуществляет воспитывающую деятельность, формирует детский коллектив, быть эффективным в процессе данной работы, потому что, конечно, мы с вами понимаем, что формирование личности как мишень профессиональная, как целевой ориентир воспитывающей деятельности, оно происходит не в вакуумном пространстве, а в первую очередь в социуме, в процессе социализации ребенка. И поэтому закономерности этого процесса, конечно, для нас с вами принципиально имеют значение. Формирование детского коллектива – это знание из области социальной и педагогической психологии. То есть сам по себе феномен детский коллектив, да, и все, что присуще ему в процессе становления, это закономерности психологические. И как многие другие психологические знания, сегодня они должны быть обязательным звеном компетентности классного руководителя. И вот сейчас перед вами слайд, да, с профессиональным стандартом педагог, который раскрывает, в общем, те функции, те действия, те умения, которые необходимы современному педагогу. Поэтому, с одной стороны, конечно, мы должны сказать о том, что психологические знания, в том числе и в области закономерностей развития детского коллектива как основных закономерностей социализации личности, они нормативно закреплены, да, в профессиональном стандарте. А с другой стороны, мне бы очень хотелось сделать акцент на том, что вот эти вот психологические знания, которые должны лечь в основу деятельности педагога, они позволяют нам, по сути дела, осуществлять нашу профессиональную деятельность. Ведь мы с вами понимаем, что воспитательное пространство современного школьника – это не то воспитательное пространство, в котором росли и формировались мы с вами. Если у нас с вами, да, была семья,
была школа, был двор, в котором мы гуляли, какая-то компания ребят, да, во дворе, с которыми мы взаимодействовали. Если это были учреждения дополнительного образования, в которых мы также взаимодействовали с нашими сверстниками и взрослыми, которые организовывали там деятельность, то у современных ребят пространство воспитательное, конечно же, расширяется. И в первую очередь оно расширяется за счет развития информационно-коммуникационных технологий, да, пространства интернета, социальных сетей. И мы понимаем, что наши ребята социализируются сегодня не только, а очень часто и не столько в стенах образовательной организации, да, и в семье, сколько на просторах вот тех вот самых социальных сетей и так далее. И те процессы, которые в развитии личности происходят там, они оказываются как бы вне зоны нашего влияния. Но одновременно с этим мы с вами понимаем, что закономерности личностного развития от этого никак не меняются. То есть для того, чтобы формировалась личность ребенка, ему все равно необходимо удовлетворять ключевые потребности во внимании, в деятельности, во взаимодействии, в признании и так далее. И именно поэтому нам с вами важно таким образом, формируя детский коллектив, использовать все ресурсы, чтобы наша с вами предлагаемая детям деятельность была настолько же привлекательна, настолько же попадала в их потребностную сферу, с учетом всей вариативности сегодняшних потребностей молодежи, с учетом вариативности их особых потребностей. И в таком случае, если мы с вами будем точно попадать в эту потребностную сферу и будем комплементарными по отношению к современному ребенку, тогда мы снова будем уверены в том, что формирование личности в наших с вами руках педагогических. Поэтому еще раз хочу сделать акцент на том, что понимание закономерностей формирования детского коллектива как основы социализации личности – это психологическое знание, которое является обязательным в структуре компетенции любого современного педагога. И сейчас хотела бы вас познакомить с тем, каким образом у нас в городе, в Москве, устроена психологическая служба. Почему буду говорить об этом в контексте той темы, которую представляем? Потому что уровень детского коллектива, который является сегодня предметом нашего с вами разговора, в модели психологического сопровождения каждого ребенка у нас является уровнем базовым и фундаментальным. Мы понимаем, что к каждому ребенку его комфорт, его учет потребностей, его безопасность, и психологическая, и физическая безопасность в первую очередь зависит от того, насколько безопасно пространство детского коллектива, в котором он взаимодействует и развивается. Поэтому ключевая фигура в системе психологического сопровождения ребенка, в нашей системе образования, это классный руководитель и воспитатель дошкольных групп. Он является модератором процесса развития личности в детском коллективе. И именно на этом уровне реализуются такие ключевые задачи психологического сопровождения, как развитие способностей и талантов, выявление и коррекция трудностей, первичное выявление, построение индивидуального маршрута ребенка, создание комфортной и безопасной образовательной среды, которая лежит в основе нормативного формирования личности каждого ребенка. И вот если на уровне детского коллектива обеспечена классным руководителем такая образовательная среда, то мы можем говорить о том, что ребенок, его потенциал будет раскрываться, ребенок будет удовлетворен в том, что его способности имеют возможность предъявлять себя, он может предъявлять собственные способности, будет создаваться для него ситуация успеха, и таким образом, раскрывая от года к году свой потенциал в группе детского коллектива, ребенок будет развиваться, достигать результатов в личностном развитии и, соответственно, в образовательной деятельности. И вот если только на уровне детского коллектива воспитатель
классный руководитель обращает внимание на то, что ребенок испытывает трудности, при условии того, что все сделано на уровне детского коллектива для того, чтобы ребенок развивался успешно и осваивал образовательную программу, если воспитатель и классный руководитель замечает, что ребенок испытывает какие-то трудности, вот тогда к сопровождению ребенка подключаются специалисты второго уровня. Это педагоги, психологи в первую очередь, да, и дальше уже в зависимости от потребностей ребенка. Почему об этом говорю? Почему хочу сделать на этом акцент? Потому что такие процессы, как адаптация к условиям детского коллектива в 1 и 5 классе или адаптация вновь пришедших в детский коллектив детей, такие процессы, как социализация, такие процессы, как мотивация, познавательная мотивация или мотивация к взаимодействию и участию во внеучебных мероприятиях. Все эти феномены, да, все эти психологические процессы, они не являются предметом деятельности узких специалистов. Они являются инструментами, в первую очередь, классного руководителя для того, чтобы решать задачи развития личности ребенка в детском коллективе. И, конечно, мы с вами понимаем, что детский коллектив – это в первую очередь социальная группа, да, то есть это некоторая совокупность людей определенного возраста, да, в данном случае школьников, которые по формальному признаку, а именно там по возрасту, да, как это в нашей системе образования, объединены в группу. И мы с вами знаем, что социальные группы классифицируются по самым разным признакам, да, вот вы на слайде видите несколько факторов, по которым можно классифицировать группы, это по численности, по характеру взаимодействия, по факту существования, по способу организации. И если мы с вами посмотрим на эту схему, мы понимаем, что формально школьный класс – это малая, первичная, реальная, формальная группа. И вот что из этой формальной группы, какие технологии, какие способы, при помощи каких навыков, какого мастерства педагогического делают коллектив, который в свою очередь становится фундаментом для развития каждого в этом коллективе, вот об этом сегодня, насколько я понимаю, будет разговор у вас и в дальнейшем. И мы сделаем тоже с вами акцент на том, каким же образом социальная группа, формальная социальная группа становится коллективом, через какие стадии проходит эта группа. И прежде всего мы, конечно, с вами должны понимать, чем же коллектив, да, как социальная группа отличается от всех остальных социальных групп. И в первую очередь, конечно же, это наличие совместно осуществляемой деятельности. В школе это учение, это внеучебная деятельность, внеучебные мероприятия. И именно на основе этой деятельности и формируется детский коллектив. Что еще отличает коллектив от социальной группы? Это, конечно, собственная культура этого коллектива. Культура, которая складывается из норм, ценностей, правил, которые в процессе формирования коллектив вырабатывает сначала и затем принимает в процессе совместной деятельности. Именно наличие вот этой собственной культуры, как совокупности ценностей, норм, правил, да, и является одним из важнейших маркеров коллектива. Что еще отличает коллектив от любой иной социальной группы? Это общие цели, это общность интересов, когда внутри коллектива могут быть несколько различных групп, которые объединены общими интересами, целями и задачами, и когда в ходе совместной деятельности они решают эти задачи, подчиняясь и действуя по определенным правилам и нормам. И одним из маркеров, да, ключевых маркеров коллектива является в итоге то, что каждый член коллектива причисляет себя к данной общности, и вот это сопричастность и содеятельность и как раз становится залогом того, что члены коллектива начинают влиять друг на друга и таким образом преобразовывать и действительность вокруг себя, и себя, в чем, собственно, и проявляется субъектность личности. Если мы с вами будем смотреть в психологическую
как сказать, составляющую данного понятия. Вот, собственно, в этом и есть специфика коллектива. И вот когда мы говорим об этом с классными руководителями, я имею сейчас в виду психологи, да, когда разговариваем об этом с классными руководителями, мы всегда обращаем внимание на то, что на любое понятие, которое, психолого-педагогическое понятие, которыми мы с вами оперируем в нашем профессиональном сообществе, всегда можно смотреть с разных сторон. Можно смотреть на это понятие как на объект педагогической деятельности, да? Коллектив как объект педагогического воздействия. А также можно посмотреть изнутри, собственно, того, ради кого вся эта педагогическая деятельность осуществляется. То есть как бы изнутри ребенка. И мы с вами понимаем, конечно же, мы с вами были детьми, и мы помним, да, что представление о себе, как о субъекте, как о действующем человеке, да, который способен к принятию решений, способен к изменению себя, способен к изменению условий вокруг себя, да, что вот это вот ощущение самости, да, личности, оно формируется исключительно на основе обратной связи тех, кто окружает человека. Пока мы маленькие, это, конечно, микрогруппа семья. А дальше, когда ребенок идет по ступенькам социализации от дошкольной группы и далее, да, по уровням образования уже во взрослую жизнь, эту обратную связь о себе самом он, конечно же, черпает в той референтной, важной, значимой для него группе, в которой, собственно, у него и формируются новые навыки, умения, новые способы взаимодействия и, как следствие, новые потребности, новые мотивы и новые качества личности. Именно поэтому, если мы будем мыслить ребенком, мы с вами будем понимать, что качество коллектива, которое, собственно, является результатом нашей педагогической деятельности, атмосфера этого коллектива, она очень сильно, можно даже сказать, судьбоносно влияет на процесс формирования личности. Если этот коллектив здоровый, если среда в нем безопасна, если она комплементарна по отношению к каждому, то тогда и личность будет развиваться в позитивном ключе. Если нет, но ребенок, тем не менее, не выбирал себе эту формальную группу, да? Он не входил в нее добровольно и, как правило, добровольно не может ее покинуть. Поэтому если мы не сделали с вами так, что эта формальная группа стала для него коллективом, для всех, кто является членами этого коллектива, то в таком случае мы понимаем, что мы создаем с вами существенную психологическую угрозу для развития личности ребенка. И что нарушает ключевой вообще принцип, да, нашей с вами деятельности – это принцип «не навреди». Поэтому глубокое понимание понятия, да, что такое коллектив с точки зрения его феноменологии – это первый шаг в нашем с вами взаимодействии, да, и в том, чтобы вскрыть какие-то закономерности в формировании детского коллектива. И нужно сказать, что любая социальная группа, к которой относится и коллектив, и детский коллектив в том числе, всегда проходит определенные стадии. Есть разные психологические теории, разные взгляды на этот процесс. Мы вам представляем такую обобщенный профессиональный психолого-педагогический взгляд, да, на стадии развития группы. Но нужно сказать, что ученые, которые изучают эту проблему, они все говорят о том, что независимо от того, какая группа, да, любая группа так или иначе проходит эти стадии. Они могут длиться больше или меньше, да, на каких-то стадиях может останавливаться развитие группы, но по сути дела любая группа, которая объединена и действует совместно, так или иначе движется вот в определенной логике и динамике. Мы будем с вами сейчас говорить об этих стадиях и делать акцент на нюансах, которые связаны с нашей непосредственно профессиональной деятельностью, с детским коллективом. Итак,
Первая стадия развития любой группы, прежде чем мы с вами придем к коллективу в том понимании, о котором я сказала чуть выше, это стадия формирования. Ну, когда она у нас с вами актуальна? Это когда к нам пришли первоклашки, или когда первоклашки перешли в 5 класс, или когда после 9 класса при переходе в 10 класс, соответственно, формируется новый коллектив из тех, кто продолжил обучение на уровне среднего общего образования. И вот эта стадия формирования, чем она характерна? Мы с вами говорили о том, что школьный класс – это формальная группа. То есть вот так устроена школьная система, что так или иначе дети определенного возраста на определенном этапе объединяются в определенную группу. И когда это происходит, в классе классу, как сказать, назначается, да, классный руководитель, и классный руководитель, по сути, является модератором в дальнейшем всего вот этого процесса, этих 4 ступенек, которые вы сейчас видите перед собой. И что же происходит у нас на стадии формирования? Ну, во-первых, для того, чтобы, значит, ребята, которые вот так вот объединились, каким-то образом функционировали и действовали в одном направлении, вырабатываются всегда формальные нормы. Да? Мы с вами говорим о том, что можно, что нельзя, по какому порядку взаимодействовать с классным руководителем, какие существуют правила поведения там на этом первоклассника или пятиклассника, неважно. Да? Мы с вами назначаем формального лидера, там, не знаю, старосту или в зависимости от того, в какой школе какая система школьного самоуправления существует, но, по сути, первым формальным лидером, ключевым является сам классный руководитель, который, в общем, эти формальные нормы и презентует данной формальной группе. И на этом этапе каждый из тех, кто в этом классе есть, он присматривается, он адаптируется, он ведет себя осторожно, он не проявляет себя сразу, потому что он наблюдает, пытается как-то себя осознать в этой ситуации. Совместной деятельности на этом этапе, конечно, не бывает, это в основном индивидуальное функционирование. И вот этот вот период, он, собственно, и совпадает с тем этапом адаптации, который обычно и является объектом психологического сопровождения. Когда у нас завершается этап формирования, когда, собственно, все наши школьники адаптировались, все уже поняли про те нормы, которые мы с вами им предъявили, начинается следующий этап формирования группы. Это так называемый этап брожения. Что происходит там? Поскольку у нас народ адаптировался, он начинает наши формальные нормы подвергать сомнению и нарушать их. Почему? Потому что процесс развития группы устроен таким образом, что каждый член этой группы начинает щупать границы. Он начинает тестировать эти нормы на значимость для себя и для группы. И вот тут многие наши с вами нормы, которые мы можем провозглашать, можем выписывать на ватман и размещать в классном уголке, вот в этот момент проявляется то, что эти нормы, собственно, и являются формальными, не являются принятыми. Нарушение этих формальных норм, как правило, ведет к конфликтной атмосфере. Конфликтной атмосфере в каком плане? Да? Если нарушается дисциплина, соответственно, возникают конфликты ученик-учитель, возникают конфликты ученик-родитель, учитель-родитель и так далее. Дальше для этого этапа также характерно расширение границ не только в отношении тех формальных норм, которые мы изначально с вами задали, а также и в отношении внутригруппового взаимодействия. Потому что какая-нибудь Машенька, которая была назначена старостой на начальном этапе формирования коллектива, вдруг перестает, не вдруг, собственно, естественным образом перестает восприниматься некоторыми членами детского коллектива, которые имеют также лидерский потенциал или имеют амбиции в этом отношении, да? И начинается неподчинение, начинается поведение, которое ставит под сомнение лидерство формальное и устанавливает неформальное лидерство. И все это, конечно, как правило, носит такую атмосферу бурлящую. Собственно, почему и называется этот этап брожением. И, как правило, наши с вами коллеги, учителя-предметники, они сталкиваются вот с проявлениями как раз именно на таком уровне находящегося детского коллектива. С этим связаны сложности.
Что же является нам с вами сигналом о том, что этап брожения завершается, что естественным образом коллектив готов перейти к следующей ступени? Для нас с вами это будет понимание, видение того, что внутри нашего класса установилась иерархия внутригруппового лидерства. То есть мы с вами уже как профессионалы, как опытные люди всегда видим, да, какие у нас есть микрогруппы, кто у нас является лидером формальным, кто неформальным. И на каком-то этапе, в какой-то момент мы понимаем, что вот этот процесс устаканился, и что вот уже мы четко знаем, кто на кого влияет, кто с кем взаимодействует. То есть вот эта вот установленная иерархия внутригруппового лидерства, когда дети сами определились, кто из них кто чего стоит, она, собственно, и говорит о том, что коллектив переходит на следующую ступень. А следующая ступень – это ступень нормирования. Что у нас возникает здесь? Когда формальные нормы на предыдущем этапе развития группы подвергались сомнению и нарушались детьми, естественно, ничто не терпит, да, пустоты. На этом фоне формировались иные нормы и правила. Дети сами договаривались, и вы наверняка наблюдали такие вещи, как что модно, что не модно, что у них является трендом, что не трендом, что является для них сигналом того, что ты свой, ты чужой, какое поведение и так далее. То есть вырабатываются внутренние, собственные, неформальные нормы и правила. И вот здесь, конечно, все зависит от нашего с вами профессионального мастерства. Как мы проведем наш коллектив от ступенечки к ступенечке. Потому что если для нас это с вами не является, ну, по каким-то причинам, мишенью профессионального воздействия, то тогда это в любом случае, как говорят ученые, да, социальные психологи, в любом случае через все эти этапы коллектив пройдет, и все равно он сформируется каким-то образом, да, какие-то нормы и правила установятся, и совсем не обязательно, что это будут те нормы и правила, которые будут, в общем, соответствовать тем педагогическим задачам, которые стоят перед нами. Они, конечно, будут регулировать деятельность этой группы, но может случиться так, что не в том направлении, и как раз это будет та самая ситуация, когда мы с вами будем проигрывать воспитательному пространству, неорганизованному нами, по нашим нормам и правилам. Поэтому вот этот вот этап нормирования очень важно, эти неформальные процессы фиксировать для себя, понимать и, действуя по принципу возглавить, да, то, на что не можешь изменить, да, то сделать этот момент как бы сильной стороной. И когда эти неформальные нормы и правила установлены, возникает доверительное отношение в социальной группе. И если классный руководитель имел отношение к выработке вот этих новых неформальных норм и правил, к их пересмотру, к их принятию, то он в эту вот орбиту доверительных отношений включается, и тогда можно выстроить четкую групповую структуру, которая, собственно, и станет залогом перехода на следующий этап. Именно вот эта четкая групповая структура и доверительные отношения на основе всеми одинаковых понимаемых норм позволяет перейти в стадию деятельности, решению конкретных задач. Мы с вами говорили о том, что признаком коллектива являются групповые цели, доверие и общая культура. Так вот, на вот этой четвертой, самой верхней ступенечке мы с вами можем говорить о том, что мы сформировали детский коллектив. И вот если мы его сформировали, детский коллектив, если мы точно понимаем, что вот эти вот все опции, которые у нас под ступенечками были пройдены, и что действительно у нас есть групповая культура, и у нас есть готовность к деятельности на основе четкой групповой структуры, но только тогда мы с вами можем говорить о том, что это тот коллектив, внутри которого происходит развитие личности каждого ребенка. Только вот на этой четвертой ступенечке. И нам кажется очень важным обратить сейчас на это внимание, как бы галочку поставить в этом месте, потому что каждой стадии развития коллектива нужны свои
педагогические технологии. И если мы с вами на стадии брожения, когда у нас конфликтная атмосфера, будем применять технологии, требующие командной работы, мы с вами не будем достигать тех целей, для которых призвана эта технология командного взаимодействия. Мы, напротив, с вами будем подбрасывать поленьев, да, в огонь вот этой детской конфликтности, столкновения позиций и так далее. Поэтому классному руководителю очень важно обладать пониманием, владеть технологиями, я думаю, вы будете об этом говорить, скрининговыми технологиями, да, которые позволяют фиксировать, на какой стадии развития группы находится школьный класс, и честно подходить к выводам о том, сформирован или не сформирован детский коллектив. Является ли он условием развития каждой личности или нет. Далее, коллеги, мы с вами должны сказать о том, что мы очень часто сегодня используем такой термин, как команда. Командная работа и вообще компетенции, навыки работы в команде – это очень востребовано, это тренд сегодня, да, это, как сказать, навык, да, soft skill, который входит в самые разные рамки гибких навыков или навыков 21 века. И мы в нашей профессиональной деятельности довольно часто тоже жонглируем этими понятиями. Да? Мы говорим, вот командная работа, вот наш класс команда и так далее. Но поскольку наша с вами сегодня задача вот в начале вашего взаимодействия все-таки посмотреть в психологию для того, чтобы точно понимать, а наше понимание дает нам возможность управлять процессом формирования коллектива. Нам с вами важно отличить, чем же коллектив отличается от команды. И вот тут ключевой момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что в отличие от коллектива, у которого цели общие и интересы общие, у команды цель совместная. Она одна на всех, где каждый член команды работает на один общий результат. Это первый момент. Второй момент, отличающий команду принципиально от коллектива, это момент сплоченности. Не может быть команды без сплоченности. Команда начинается с сплоченности, а несплоченность является следствием командной работы. И почему сплоченность? Потому что сплоченность обеспечивает наличие доверия друг к другу. Люди друг другу доверяют, люди обладают определенными навыками, и они решают определенную задачу, которая должна обеспечить достижение определенного результата. В этом суть команды. И в отличие от коллектива, да, где возможны различные процессы, различные микрогруппы внутри, где чем больше людей в коллективе, тем больше вариантов деятельности, тем больше производительность. Да? Вот мы разделили там ребят на какие-то группы, одни из которых занимаются, я не знаю, медиадеятельностью, другие в классе занимаются подготовкой мероприятий внутриклассных или внутришкольных и так далее, да, то в отличие от коллектива в этом смысле, да, у команды всегда одна задача, она очень конкретная, которую нужно решить. И если мы с вами, возвращаясь к нашим предыдущим ступенечкам, не подошли к 4-й ступеньке, то говорить о командной работе мы с вами не можем. Это тоже важно понимать, чтобы у нас не происходило подмены, и чтобы мы не говорили о том, что мы формируем, значит, новые навыки, новые компетенции, а тем не менее у нас детки находятся на стадии брожения, выясняют отношения и общей культуры, на основе которой могла бы формироваться командная работа внутри, у нас, может быть, тоже не сложилось. Поэтому тут вот такой вот важный момент для того, чтобы мы целенаправленно работали над и формированием коллектива, и над формированием навыков командной работы, которые сегодня так востребованы. Что же является для нас с вами показателем, когда мы можем сказать, что да, я сформировал детский коллектив, будь то первоклассники, будь то пятиклассники, неважно, да, то есть мы просто с вами понимаем, что возрастные особенности диктуют формы деятельности, способы взаимодействия и технологии, которые мы применяем для решения этой задачи. Но вот показатели сформированности, как и стадии, они у нас являются инвариантным таким вот набором, поэтому здесь мы с вами можем говорить о любом возрасте, о детях любого возраста, объединенных в классный коллектив. Итак, что является ключевыми показателями? Они у нас с вами на слайде выделены красным цветом.
Когда наш с вами детский коллектив саморегулируется, когда он сознательно соблюдает нормы, принятые в нашем классе и в нашей школе. Когда нарушение норм вызывает сопротивление у всех остальных членов коллектива. И тот, кто нарушает, поскольку уже себя осознает частью этого коллектива, вспоминаем последнюю ступенечку, ее маркер, да, он испытывает дискомфорт от того, что группа отрицательно оценивает вот эту его попытку нарушить правила. То есть вот этот уровень сознательной дисциплины, саморегуляция группы, это является показателем сформированности классного коллектива. Ну, естественно, второй маркер – это участие в социально значимой деятельности. Что имеется в виду? Имеется в виду, что те активности, которые мы как взрослые с вами инициируем в школе, в классе, они, являются значимыми для детей, они хотят добровольно принимать в этом участие, и, принимая в этом участие, берут на себя ответственность за сначала реализацию небольших кусочков, если они маленькие, и далее уже за организацию, если они большие. То есть вот эти два ключевых момента нам с вами дают обратную связь относительно того, что мы детский коллектив сформировали как профессионалы, как педагоги. Ну, а такие моменты, как сплоченность, организованность, авторитет актива класса, вспоминаем с вами третью ступенечку, когда у нас возникает четкая организация иерархическая, да, в коллективе, и взаимоотношения в классе, то есть сформированная культура взаимодействия, принятие друг друга. Вот все вот эти вот соты на нашей с вами схеме, они являются условиями достижения вот тех двух показателей, которые выделены красным цветом. И опять же, классный руководитель в качестве технологического решения может создать для себя чек-лист, структурированное педагогическое наблюдение, которое позволит ему зафиксировать состояние через конкретные действия ребят своего класса для того, чтобы понимать, достиг ли он данных показателей или не достиг. Мы с вами говорили уже о том, что ключевым ресурсом и содержанием, на котором мы с вами формируем детский коллектив, является совместная деятельность. Без совместной деятельности, в которую включены дети, никакой речи о формировании коллектива быть не может. Поэтому для нас с вами при организации совместной деятельности важно максимально задействовать все доступные для нас ресурсы. Что это в первую очередь? Конечно, это привлекательность деятельности. Мы детям должны предложить варианты различных активностей, не одну, не две, не три, да, а некоторый веер, некоторый спектр, каждая опция в котором будет привлекательна для детей определенного возраста, да, определенного класса, определенных способностей, возможностей и так далее. Вот этот момент привлекательности, он сегодня важен особенно. Я здесь хочу обратить ваше внимание, вы наверняка тоже сталкиваетесь все с этим феноменом. Культура современных детей, которая распространена, да, это и ютуберы, тиктокеры, то, что вот сейчас увлекает, да, современного подростка, ее ключевой маркер, вот сейчас, когда ее изучают, да, специалисты, очень многие эту проблему изучают в плоскости науки, все вот эти вот активности, они в первую очередь чрезвычайно привлекательны. Они не обходными путями, а как стрела, запущенная из лука, попадает точно в яблоко, они попадают в потребности и в восприятие современного подростка. И по форме, и по тому, как это сделано, и по динамичности, и так далее. Да? То есть вот эта привлекательность, она, конечно, переключает внимание ребенка, в первую очередь непроизвольная, а потом на основании этой привлекательности он уже включается и втягивается. Так вот, наша с вами задача, понимая это, не пытаться одно запретить и что-то другое чем-то другим заместить. А ту деятельность, которую мы предлагаем детям, вот очень честно делать тоже привлекательной для них. Это один из ключевых ресурсов. Следующий ресурс классного руководителя, который он может использовать при создании совместной деятельности как условие развития коллектива, это свобода выбора.
Если мы с вами предлагаем одно из двух, то это будет необходимый выбор. Если мы с вами предлагаем спектр, это будет свободный выбор. А если мы с вами еще и даем ребенку, например, рамку, время и критерии этого выбора, то мы с вами формируем ответственное действие, которое потом, да, ляжет в основу саморегуляции и очень сильно будет толкать ребенка сначала в саморазвитие, а потом и в самовоспитание. Это то, что и называется целенаправленным формированием личности. Поэтому обязательно фиксируем для себя, когда составляем, когда работаем с программой рабочее воспитание, фиксируем для себя, каким образом, через какие процедуры мы будем обеспечивать ребенку свободу выбора вот этих вот привлекательных активностей. Целевая направленность. Нужно понимать, ребенку нужно понимать, для того, чтобы хотеть плыть, нужно видеть берег. Ему этот берег тоже нужно видеть, целевая направленность деятельности. Мы участвуем в этой акции для того, чтобы что? И вот это вот чтобы что, ответ, он должен быть ценен для самого ребенка, для группы детей, которые в этой деятельности принимают участие. Сотворчество. Когда эта деятельность организована, когда дети в нее включены, они за счет синергетического эффекта, за счет того, что она всем им интересна, они выбрали ее сами, они мотивированы на достижение результата, который понимают. На основе вот этого вот драйвера у них начинают раскрываться творческие способности, они заражают друг друга, пытаясь решить ту задачу, которая перед ними стоит. И это мощнейший ресурс классного руководителя для достижения наших целей, нашей цели формирования детского коллектива. Открытость деятельности. То, что делают дети, то, как они это делают, то, каких результатов они достигают, должно быть видно им самим, должно быть видно школьному сообществу, должно быть видно и понятно родителям. Это повышает значимость этой деятельности, и общественную, и персональную значимость. И вот когда мамы, папы, коллеги ваши, учителя, предметники в какой-то форме, которой результаты этой деятельности в школе представляются, скажут, ну какие молодцы там, 7 Б, да, искренне скажут, и дети пройдут весь этот путь, и каждый будет чувствовать этот общий успех как свой собственный успех, вот эта ситуация успеха для каждого, она и станет, собственно, очень мощным кирпичиком в фундаменте мотивации и достижения и движения этого коллектива уже к уровню сплоченности и дальше к саморазвитию каждого внутри этого коллектива. Ну и, конечно, обратная связь главного взрослого, модератора этой совместной деятельности. Кто сделал какой вклад на каком этапе, что получилось, что могло бы получиться лучше и так дальше. Вот эта обратная связь, она вот эту нашу с вами стрелочку, которую мы видим на слайде, вот такую вот, да, выводит на следующий уровень, на новый уровень совместной деятельности, на расширение репертуара или на повышение самостоятельности в организации этой деятельности. Вот, собственно, таким образом у нас с вами будет происходить формирование детского коллектива, он будет проходить те этапы, о которых мы сказали выше, если вот все вот эти ресурсы классный руководитель в полной мере сможет задействовать. И, конечно же, когда мы эту деятельность предлагаем, мы должны с вами учитывать некоторые факторы в обязательном порядке, да, вот начиная наше с вами колечко с предыдущего слайда, когда мы говорим о привлекательности той деятельности, которую мы предлагаем для формирования детского коллектива, мы должны понимать, что мы не можем предлагать, я не знаю, семиклассникам то же самое, что мы предлагаем там первочкам, да, не могут ребята в 9 классе или в 11 классе заниматься той же самой деятельностью, и привлекать их не может та же деятельность, которая привлекает пятиклашек. Здесь очень важно понимать возрастные индивидуальные особенности для того, чтобы мы оттолкнулись от привлекательной для ребят деятельности. Конечно же, сколько в нашем классе девочек, сколько в нашем классе мальчиков, точно так же диктует то, каким образом будет устроена наша внутренняя система активности и воспитывающей деятельности. И здесь это очень важно иметь в виду, когда мы с вами сейчас все
разрабатываем, да, наши школьные рабочие программы воспитания, которые имеют сейчас модульную структуру, и вот в этой модульной структуре, которая потом сужается до пространства класса, очень важно понимать, что один и тот же модуль в двух разных пятых классах может реализовываться в разных системах активности. Могут быть какие-то общие, да, общешкольные, но обязательно должны быть такие, которые учитывают данные нюансы. Ну, конечно, количество детей в группе. Если у нас в классе 35-40 человек, мы с вами понимаем, что никакая совместная деятельность в таком количестве невозможна. И поэтому нам очень с вами важно понимать, как мы образуем микрогруппы, под какие задачи, которые вот эту вот общую деятельность в рамках наших с вами воспитывающих активностей будут решать. Ну и изменения в составе группы, естественно. Кто-то выбыл, кто-то влился. Мы тут с вами должны понимать, что наш с вами коллектив, наша группа прошла определенные стадии, и вот нам с вами уже кажется, что мы завершаем стадию нормирования, но в класс приходят новые ребята. Это могут быть ребята, которые со временем станут неформальными лидерами. Наши выработанные нормы неформальные лидеры подставят под сомнение, мы откатимся на уровень брожения. И здесь очень важна наша с вами педагогическая гибкость, когда мы быстро наши активности адаптируем для того, чтобы с учетом этой стадии скорректировать и формирование нашего коллектива шло без, как сказать, потерь для каждого члена в личностном развитии. Очень коротко, буквально одно слово о том, что вы, конечно, это сами понимаете, мы уже много об этом сказали, что группа, так как она развивается, та ее динамика, как она развивается, может влиять на каждого конкретного ребенка в нашем классе, как с положительной стороны, так и с отрицательной. И здесь Здесь на самом деле очень важно зафиксировать для себя меру ответственности, потому что мы, прикасаясь к развитию личности, в общем, влияем на судьбу человека. И поэтому, когда мы внимательны к тому, какое влияние оказывает наш детский коллектив на каждого, да, мы таким образом можем управлять этими процессами и решать нашу педагогическую задачу. Ну и о роли классного руководителя. Мы уже с вами об этом сказали, и сейчас мы потихонечку уже подходим к завершению, просто расставим некоторые акценты. Итак, первая стадия формирования детского коллектива. Стадия, которая так и называется – формирование. Что у нас здесь с вами важно? Классному руководителю, как модератору детского коллектива, обозначить общие цели, задачи, нормы, правила этого коллектива. И что самое важное? Нужно сделать так, чтобы мы создали условия для того, чтобы дети лучше узнали друг друга и, увидев друг в друге сильные стороны, опирались бы на них, а не на хаотичную адаптацию к особенностям друг друга. Поэтому подбор технологий, которые способствуют знакомству, установлению связей вот на этапе формирования коллектива, в общем, и являются ключевыми. И итогом завершение этого этапа уже не с точки зрения формирования коллектива, а с точки зрения задачи, которую решает классный руководитель, является психологически безопасная атмосфера. Или по-другому, как мы с вами говорим, успешная адаптация каждого ребенка. Существует очень много техник и методик, которые позволяют оценить это в отношении каждого. Поэтому здесь вот итог первого этапа. Следующий этап формирования личности, формирования коллектива – этап брожения. Да, такой, условно мы говорим, конфликтный этап. Что здесь ключевое в роли классного руководителя? Это применение технологий, которые позволят и самому классному руководителю, и научат детей конструктивно разрешать конфликты, профилактировать конфликтные ситуации и конструктивно из них выходить. Поэтому именно такие методы, которые, с одной стороны, позволяют определить статус каждого ребенка в группе, а с другой стороны, помогают медиации на этапе вот этого вот бурления. Эти технологии формирования детского коллектива будут играть ключевую роль на этапе брожения. И здесь задача классного руководителя – создать четкую иерархическую структуру и определить, кто у вас в классе лидер формальный, кто в классе лидер неформальный. И того, и другого, собственно, включить в конструктивное русло на основе технологий, ну, наверное, в первую очередь медиации.
Следующая стадия у нас с вами стадия нормирования. Напоминаю, что здесь формируется доверие у детей и общее принятие важных и значимых для группы норм. Поэтому что здесь очень важно? Здесь важно отойти в сторону. То есть этот момент классному руководителю важно зафиксировать и начать делегировать полномочия. Вы уже выстроили структуру, вы понимаете, что кому вы можете доверить. Да, конечно, это сопряжено с некоторыми неудобствами, потому что любое доверие подразумевает вариативность контроля, да, то есть нужно держать постоянно, как сказать, руку на пульсе, чтобы ребенок видел, что вы, да, с одной стороны делегируете, с другой стороны спрашиваете, фиксируете. Но если этого не сделать, то мы с вами ресурс этой стадии можем упустить, и у нас коллектив так и не выйдет на следующую ступень. И совместная деятельность, в которую все дети включились и которая значима для всех, это задача классного руководителя на данном этапе. Следующий этап ключевой. Вот вы вышли на четвертую, на самую высокую ступеньку. Вы можете сказать, что да, мой класс – это коллектив, у нас есть групповая культура, у нас дети самостоятельно решают задачи организации общей деятельности, саморегулируются, соблюдают дисциплину и так далее. Да? Что у нас здесь с вами задача классного руководителя? Наша задача здесь сделать так, чтобы каждый Петя Иванов там, или Машенька Смирнова в нашем классе была признана и значима в коллективе. У каждого должна быть точка успеха. И вот тут вот тоже есть различные технологии, когда мы можем с вами зафиксировать. Мы очень часто с вами используем словосочетание «создать ситуацию успеха». Вот тут нам ее надо с вами пальцами потрогать в отношении каждого ребенка. Есть у него признание и значимость? Он востребован этим коллективом? В чем это выражается? Он это чувствует? Вот если это так, то мы с вами можем смело говорить о том, что мы, как профессионалы, целенаправленно влияем на формирование личности каждого. И уже прямо совсем завершая, несколько еще раз психологических аспектов. Формирование детского коллектива, с одной стороны, педагогическая задача, вы сейчас будете в дальнейшем обсуждать, как она решается, за счет каких технологий. Но с точки зрения психологии и развития ребенка, детский коллектив сформированный – это условие его позитивной социализации. Обратите внимание, вы видите на слайде перед собой наверняка хорошо вам известную пирамиду потребностей Маслоу, которая нам с вами говорит о том, что когда удовлетворены базовые физиологические потребности, возникает потребность в защищенности и в принадлежности к группе. Вот возвращаясь к последней стадии формирования коллектива и к ее результату педагогическому, когда каждый в классе востребован и признан, это базовая потребность личности человека. Вот ведь что нам с вами здесь важно понимать. Потому что если этого нет, нет признания, не будет саморазвития. Это будет декларация, что мы с вами как-то воздействуем, и наш ребенок, наша личность выходит на этап саморазвития. Только признание и востребованность в коллективе становится точкой, с которой начинается саморазвитие личности. Востребованность – это потребность, психологическая потребность, основная в иерархии потребностей каждого человека, а ребенок, вне всякого сомнения, тоже человек. И еще раз мы делаем акцент на том, что востребованный – это полезный себе и обществу, а значит успешный. И если мы с вами сейчас вспомним, наверняка вы тоже участвовали в этих мероприятиях, когда была инициатива президента о внесении изменений в закон об образовании в части воспитания, да, много было различных мероприятий, на которых озвучивались тезисы, раскрывающие смысл и суть этих изменений. И поэтому успешность ребенка, то есть востребованность каждого, полезный себе, полезный своей семье, полезный своему классу, своей школе, своему городу, своему государству, успешность и востребованность – это вектор государственной политики в сфере образования. И с этой точки зрения, коллеги, формирование детского коллектива гораздо шире, чем просто наша с вами педагогическая задача.
И, прощаясь, уже завершая свое выступление, я хочу пригласить вас, пользуясь случаем, включиться в наш городской проект взаимообучения городов. Если вы перейдете по QR-коду, который вы видите перед собой на слайде, вы увидите все условия участия в этом проекте, который на сегодняшний день уже объединяет 105 городов Российской Федерации. Он, с одной стороны, может позволить вам продемонстрировать ваш опыт в этой сфере, который наверняка уникален и очень полезен, и был бы для других регионов, профессионального сообщества других городов, и пригласить вас 16 марта на skills-сессию с городским психолого-педагогическим центром, который я сегодня представляю, который в рамках проекта взаимообучения городов взаимодействует с классными руководителями, с профессиональным сообществом. Вот на ближайшем мероприятии мы как раз будем говорить о феномене успешности и о том, какие технологии позволяют классным руководителям этого достичь. Коллеги, я завершила, я готова ответить на вопросы, если они будут в чате. Я вижу чат, не вижу вопросов, поэтому если они есть, пожалуйста, задавайте. Так, спасибо, все, что я хотела сегодня вам сообщить, я уже сказала. Спасибо огромное, Анастасия Андреевна, коллеги, за такую важную, интересную информацию и яркий, эмоционально насыщенный профессиональный доклад. С наслаждением вас слушали здесь, обсуждали это. Я думаю, что наши коллеги и классные руководители также сейчас, так скажем, перерабатывают ту информацию, которая поступила от вас. Замечательно. Спасибо вам огромное за отзывчивость, за профессионализм и за то, что поддерживаете регионы своим таким ярким профессиональным участием. Мы очень рады сотрудничеству и очень рады сегодняшнему нашему семинару, в котором участвуете вы. Спасибо. Большое спасибо, взаимно, и надеемся на продолжение сотрудничества. Спасибо, коллеги. Всего доброго, до свидания. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем наш семинар. Я по технологиям информацию оставлю, да, потому что Анастасия Андреевна настолько ярко, интересно, собственно говоря, пересекаясь с моим докладом, выступила, да, что, наверное, нужно еще доработать материал и представить вам уже в доработанном виде, так как вот по технологиям, скрининговым технологиям, да, информации еще пока не так много, но мы ее найдем, мы ее скооперируем и вам представим. А сейчас я бы хотела все-таки слово представить нашим гостям. Если мы говорим о формировании классного коллектива, то тут очень важно говорить об участии в наших школьных коллективах, наших классных коллективов в российском движении школьников, потому что те проекты, которые предлагает данная организация, да, они, как уже показала практика последних лет, действительно активизируют позицию наших обучающихся в классах и действительно сплочают классы вот в тех проектах, которые предлагаются российским движением школьников. Об этом подробнее нам расскажет наш сегодняшний гость Михаил Владимирович Найгин. Это специалист по работе с молодежью, молодой активный человек. И я предлагаю вам слово. Спасибо большое. Всем добрый день. Меня зовут Михаил, я являюсь специалистом по работе с молодежью Республиканского центра детей и молодежи, и мы с нашей небольшой командой реализуем деятельность российского движения школьников в нашей республике. Можно? Да, конечно. Сегодня... Не сможете? Давайте сейчас найдемся. Сегодня у нас тема доклада «Формирование классного коллектива через участие в проектах российского движения школьников». Вообще, что такое российское движение школьников? Наверное, вы все слышали эту аббревиатуру РДШ, но многие думают, есть такое мнение, что российское движение школьников — это только для педагогов-организаторов, это только для старших вожатых или учащихся активистов, которые занимаются общественной деятельностью. Я хочу вам сказать, что это не только так. РДШ реализует различные проекты, в которых классные руководители, обучающиеся и родители могут принять участие. Через участие в проектах нашего движения классные руководители могут реализовывать свою воспитательную деятельность, а также формировать классный коллектив. Ну и наша организация возникла в 2015 году, 29 октября, по указу президента Российской Федерации.
Это наша цель. Целью нашей организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Как многие знают из вас, скорее всего, у нас есть направления, которые мы реализуем. Их у нас 4. Это личностное развитие, вы можете посмотреть поднаправления, которые в них входят. Гражданская активность, добровольчество, поисковая деятельность, музеи, краеведение, военно-патриотическое направление, это военно-патриотические клубы, информационные и медийные направления, это, конечно же, наши средства массовой информации, которые мы с вами сейчас очень активно используем, и каждое наше действие буквально, в каждой акции, которую мы мероприятие проводим, мы должны обязательно осветить в тех же самых группах ВКонтакте, наших школьных группах ВКонтакте. 4 направления. И, конечно же, в этом году у нас есть еще одно такое поднаправление, потому что 2021 год – это год науки и технологий, и также российское движение школьников не осталось в стороне, и мы также в этом году реализуем в этом направлении свои проекты. Хотелось бы вам рассказать больше о проектах. Это именно в них заключается наша деятельность, мы их реализуем, привлекаем детей и педагогов в них участвовать, чтобы дети себя реализовывали, чтобы действительно у нас есть проекты как личные, так и командные. Конечно же, вам будут интересны командные проекты, потому что вы можете участвовать со своим классом, с ребятами своего класса, достигать определенных целей, мотивировать их теми же подарками от российского движения школьников, потому что каждый проект, который реализуется нашим движением, он обязательно стимулируется и материальными, и нематериальными подарками. Первый такой проект – это РДШ «Территория самоуправления». Проект, в котором ребята могут реализовать свою идею проекта. Они ее, конечно же, чего проект? Он решает какую-то проблему. Например, ребята могут выявить какую-то проблему в своей школе, в местности, может даже это будет какой-то республиканский или федеральный уровень, найти решение этой проблемы, расписать ее в виде программы. Конечно же, у нас есть методические разработки. И в этом проекте можно поучаствовать, не только получается активистам, но и классам принять участие. В прошлом году у нас, например, с Кайгородского района принимали участие не только, получается, активисты, но и целый класс, и они даже вышли в финал на федеральный уровень и стали победителями. И, конечно же, они были награждены и атрибутикой российского движения школьников, и дипломами, и даже могли поехать на Всероссийский детский центр «Орленок», но в связи с эпидемиологической ситуацией не выехали, но путевки у них остались, так что, может быть, еще выйдут. Это проект «Я познаю Россию». «Я познаю Россию» – это проект больше направлен на историю нашу, где участники этого проекта могут рассказать о памятных местах города, о памятных местах своей малой родины, всем, получается, участникам этого проекта. Они узнают его историю, проникаются его историей и больше, получается, влюбляются в свою малую родину. Следующий проект у нас российское движение школьников. Есть много проектов, направленных на здоровый образ жизни, и в том числе РДШ «Сила РДШ». Всероссийские состязания на перекладине, где за 1 минуту ребята подтягиваются в различных упражнениях, кто больше выполняет. У нас распространена практика, например, в общеобразовательных организациях, когда целым классом можно пойти и подтянуться. Такое стимулирование, такое вдохновение идет, когда ты не просто пошел один и подтянулся, а когда целым классом, и ты чувствуешь этот коллектив, что ты не один, а у вас такая есть сила духа, сила коллектива. Всероссийский фестиваль «Игры отважных» тоже спортивное состязание, где ребята проходят полосу препятствий. Там также участвуют 3 девочки, 3 мальчика, они образуют команду, и каждый может в ней принять участие. В прошлом году у нас выиграло, например, они даже заняли 2-е место на федеральном
уровня команда из мутного материка. Если кто-то знает, это муниципальное образование городского округа Усинск. Ребята, до них действительно нужно добираться очень далеко, но они приняли участие онлайн. Например, сначала, конечно же, нужно доехать до Усинска, а от Усинска еще нужно на вертолете долететь, чтобы попасть в мутный материк. То есть тут нет каких-то преград, можно принимать участие онлайн, и большинство проектов российского движения школьников реализуется именно онлайн. Всероссийский турнир по шахматам на Кубок Кардыша, это для детей, которые увлекаются шахматами, также 2 девочки, 2 мальчика, есть разные возрастные категории, так что тоже можно принять в таком проекте участие. «Добро не уходит на каникулы» — это больше проект уже, конечно же, по добровольчеству, где ребята тоже реализуют свою программу деятельности или реализуют проект по добровольчеству, заявляются и участвуют на федеральном уровне. И тут плюс какой большой есть в этом проекте, то, что наши отряды добровольческие, они могут выиграть грант на свою реализацию, приобрести определенную продукцию. Классная встреча. Очень живой, очень распространенный проект, где у учеников, у школьников есть возможность встретиться с определенными личностями, которые достигли успеха, с профессионалами своего дела, творческими людьми, политическими и общественными деятелями. Также у нас очень часто распространена практика то, что в классы, ну, тем более сейчас пандемия, мы не можем смешивать классы между собой. Сейчас именно в классы приглашают каких-то людей, которые могут поделиться своим опытом профессионального успеха. Также можно это делать на классных часах. Спасибо. И как уже было сказано моим предыдущим спикером, нашим предыдущим спикером, конечно, сейчас дети увлечены и ТикТоком, и Ютубом, конечно же, много сидят ВКонтакте, и российское движение школьников также видит сейчас цели и чем занимаются наши обучающиеся. И есть такой проект РДШ Хаус, он также взял пример с ТикТока, где дети, команда, именно команда из 10, около 10 человек, могут записывать мини-видюшки, но видео. Конечно же, видео не такие, где они просто спели под песню, что-то станцевали. Видео больше обучающие, значит, не только будут они развлекать себя, но еще чему-то учиться в это же время. Можно дальше. Спасибо. Также, конечно же, у нас распространена практика, то, что у нас дети очень много сидят в компьютерах, играют. И тут тоже российское движение школьников дало такую возможность, чтобы наши дети посоревновались во всероссийских соревнованиях. Сейчас у нас идет уже заявки, правда, на Всероссийскую киберспортивную школьную лигу уже прошли, но обязательно можно поучаствовать в следующем году. Сейчас уже идет окружной этап, будет потом федеральный. И в этом году у нас очень много школьников именно приняло от Республики Коми в этом проекте, около 400. Дни единых действий – это тоже проект российского движения школьников. Именно тот проект, где мы как-то в новом формате, в интересном для нас формате предлагаем школьникам отпраздновать те или иные даты или отметить памятные даты, которых в российском календаре вы знаете, что очень много. Например, то же самое 8 марта. У нас есть сейчас, может, следующий слайд, несколько концепций, где дети могут поучаствовать. Это, например, онлайн-квиз, посвященный женщинам-героям. И это можно сделать через... Назад можно вернуть. Через наши сайты, сейчас я больше скажу, где можно найти информацию подробную. Также на сайте Российского движения школьников «Дни единых действий» публикуются форматы, в которых можно поучаствовать и отметить этот праздник. К 8 марта предусмотрено, например, мероприятие. У нас есть творческая лаборатория, которая каждому празднику, каждой дате формирует методическую разработку по как можно провести ту или иную дату в своем классе или в своей школе. То есть эти методические разработки уже готовы, просто можно зайти на сайт, подать заявку, и к вам откроется доступ к этим методичкам. Еще есть интересный проект, он был реализован в 2020 году впервые, в 2021 году обязательно он будет еще раз проведен, он реализуется у нас летом, осенью. Это «Лучший родительский комитет 2020». Ну, конечно же, будет 2021, но это тоже возможность и ученикам, и родителям вместе проанализировать свою работу и выставить лучшие практики
поучаствовать, чем они занимаются в классе, чем они занимаются с детьми. Это такой система работы родителей, классного руководителя и детей. Можно дальше. Еще одна платформа, которую бы очень хотелось с вами поделиться, это, конечно же, корпоративный университет РДШ, где можно бесплатно пройти курсы по тому или иному направлению. Например, развитие волонтерской деятельности, научиться проектированию. Этот корпоративный университет создан как для обучающихся, так и для педагогов. Например, обучающиеся могут пройти курс профориентации, как не ошибиться в выборе профессии. Очень советуют корпоративный университет, тем более тут есть, как видите, QR-код, вы можете со своего телефона прямо сейчас выйти, посмотреть, что там, где находится. Также это не только курсы бесплатные, которые вы можете пройти и получить за них сертификат, но и это база тоже методических материалов, которых можем воспользоваться при организации тех или иных мероприятий в ваших классах. И сейчас даже корпоративный университет организует конкурс для педагогов ежедневно с РДШ. Это конкурс, который направлен на выявление лучших разработок, которые реализуются по направлению российского движения школьников. Это акции, мероприятия, которые проводят наши педагоги для обучающихся общеобразовательных организаций. Конкурс больше заключается в том, что мы учимся оформлять и передавать опыт именно вашего мероприятия, которое вы провели, вашу идею, как вы ее оформили и показали, чтобы другие регионы, другие педагоги могли вашей идеей воспользоваться и применить это в своих условиях, в своей общеобразовательной организации. Заявку можно подать тоже на корпоративном университете. Как его вообще найти, да, если вы не успели по тому же QR-коду перейти? Просто вбиваете в Яндексе, в Гугле корпоративный университет. Есть у нас два в России корпоративных университета. Это корпоративный университет РЖД, есть корпоративный университет РДШ. Так что очень просим пройти, ознакомиться, зарегистрироваться, получить бесплатно тот же самый сертификат, также поучаствовать в этом конкурсе. Можно дальше. У российского движения школьников есть свой сайт, где есть также направление нашей деятельности. И все проекты российского движения школьников, вы сейчас тоже можете перейти по QR-коду, там вы можете найти всю информацию объемную о том или ином мероприятии и проекте российского движения школьников. Это рассказал вам больше о проектах, где можно увидеть и прочитать о наших проектах. Представляю нашу команду, к кому можно обратиться непосредственно, позвонить. Сейчас мы увидим дальше контакты. Это Ольга Григорьевна Медведева, председатель регионального отделения РДШ в Республике Коми, Анастасия Павловна Ликанова, региональный координатор РДШ в Республике Коми. Далее. Также у нас получается трое. Конечно же, нам нужна помощь наших обучающихся. У нас есть в Республике Коми большой детский совет, который помогает нам развивать российское движение школьников в нашем регионе. Это лидеры по направлениям и главный лидер. Они организуют региональные мероприятия, мы вместе с ними их реализуем. И тут представлена даже их идея, наш юный герой, который был приурочен сейчас скажу, по-моему, ко Дню Героев Отечества. Мандариновое настроение к Новому году, ко Дню добровольца тоже были организованы несколько даже мероприятий. То есть у нас есть большой детский совет, который сам вырабатывает свои идеи и реализует их на региональном уровне. Можно дальше. А это группа нашего регионального отделения, где можно найти всю информацию о всех мероприятиях и проектах. Так что просим, вступайте и узнавайте о нас больше информации. И, конечно же, мы идем в тренде с нашими обучающимися, с нашей молодежью, и создали аккаунт Instagram, чтобы быть везде, и чтобы они нас видели, и участвовали в проектах, развивали себя и своих друзей. Хочу поздравить вас с наступающим Международным женским днем. Участвуйте в наших проектах, заходите в наши группы. У нас очень много разнообразных проектов, где можно поучаствовать вместе с ребятами, вместе с классом и также развить свои способности различные, творческие, спортивные,
общественные, коммуникативные, также сформировать классный коллектив. Спасибо вам. Спасибо огромное, Михаил Владимирович, за такой яркий, интересный доклад и за ту практику, которую вы реализуете, собственно говоря, применяя проектную технологию, да, на примере вот именно российского движения школьников, нам сейчас ярко и интересно рассказал Михаил Владимирович. Что ж, уважаемые коллеги, здесь прозвучал вопрос о скорости интернета и о том, какие проблемы возникают в сельской местности, в школах по организации какого-то онлайн-взаимодействия. На самом деле, конечно, наше время, особенно в свете последних событий, да, когда мы оказались заточенными в домах, да, на долгое достаточно время, большой промежуток, и нам эти самые онлайн, так скажем, переговоры были необходимы, да. Но живое общение никто не отменял, и на самом деле, если мы говорим о воспитании, то здесь очень важно и о воспитательной работе действительно реализовать проекты не только в онлайн, да, сообществе и посредством онлайн-трансляций и мостов, а непосредственно в школах с классным коллективом в работе классных руководителей даже сельской школы. Вот ярким примером такой работы, да, которым хотят сегодня поделиться, как сказала Галина Владимировна, Малый педсовет Зеленецкой средней общеобразовательной школы у нас готов, я думаю, уже на связи, и мы ждем подключения. Скажите, пожалуйста, Зеленецкая средняя общеобразовательная школа, вы готовы включиться в семинар? Ожидаем. Ага, вот идет подключение, замечательно. Пожалуйста, нажмите значок для видеотрансляции, и вы будете в эфире. Уважаемые коллеги, кругленький значок вверху. Да, это соединение именно по видеотрансляции. Мы видим, что вы присутствуете с нами, да, в качестве участников и в том числе в качестве модераторов. И сейчас бы хотелось, чтобы вы подключились, уважаемые коллеги. Ага, пока подключения я не вижу, хотя попытка была. Попробуйте, пожалуйста, еще раз. Мы ждем вас с нетерпением. Ну вот, вероятно, те самые проблемы с интернетом, о которых уже было сказано, да, ну, бывает и такое случается. Что ж, тогда мы сейчас предоставляем слово, Александр Михайлович, можно, да, заместителю директора по учебной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия номер 2 города Инты Ольге Михайловне Селезневой. И Ольга Михайловна нам расскажет о формировании, об опыте организации внеурочной деятельности в дистанционном формате. Да? Вот если говорить об онлайн-взаимодействии, то этот опыт опорной школы будет нам сейчас с вами представлен. Его осуществляли с применением дистанционных образовательных технологий, с какими трудностями мы столкнулись, как мы их преодолевали и какой получили результат. Причем здесь будет затронута в моем выступлении не только урочная деятельность, я еще попытаюсь рассказать и показать тот опыт, который мы реализовали и который был накоплен именно с точки зрения реализации внеурочной деятельности, психологической поддержки, что немаловажно для всех участников образовательных отношений. Ну и начну я свое выступление с некоторых очевидных проблем, с которыми столкнулся коллектив гимназии на этом пути. Я не ошибусь, если скажу, что эти трудности знакомы каждому из вас, потому что в марте 2020 года мы все с вами вышли из привычной зоны комфорта. Итак, первая трудность – это неготовность педагогического коллектива к деятельности в новых условиях. Большинство педагогических работников нашего города
Это специалисты со стажем педагогической деятельности более 20 лет, опыт дистанционного обучения которых сводился к работе во время карантина или актированных дней. Это, как правило, ограничивалось своевременной выдачей домашних заданий средствами государственной информационной системы электронное образование и проверкой этих заданий. И никаких иных потрясений в период работы в карантин или в актировку мы с вами не испытывали до марта 2020 года. А когда грянуло 16 марта, выяснилось, да, что многие из нас, осознавая всю серьезность ситуации, просто оказались не готовы к новым условиям педагогического труда. Выявились проблемы морального затруднения, недостаточного уровня владения информационными и цифровыми технологиями. Однако, если мы обратимся к формулировкам профессионального стандарта педагог, то увидим, что к трудовой функции педагога отнесено применение информационно-коммуникационных технологий для формирования цифровой образовательной среды в классе. Трудовыми действиями является применение ИКТ для создания цифровой образовательной среды, направленной на развитие мотивации учащихся и индивидуализации обучения. Именно эти критерии будут положены в основу оценки профессиональных компетенций педагогического работника при переходе на новую систему аттестации. То есть теперь учитель должен владеть навыками дистанционного обучения не в ситуативном формате, а в системе. Поэтому реальное положение дел в вопросе готовности педагогического коллектива организовать свою трудовую деятельность в новых условиях была воспринята как руководство к действию. И эту трудность мы начали преодолевать сообща уже с 16 марта. Примерно неделя понадобилась для того, чтобы подобрать необходимые формы организации дистанционного обучения, разработать методические рекомендации. Здесь огромное спасибо Коми-Республиканскому институту развития образования, которые также очень активно включились в сложившуюся ситуацию, быстро разработали методические рекомендации, о чем нам сегодня в начале семинара Марина Анатольевна напомнила. В рамках методической поддержки педагогических работников гимназии был проведен цикл обучающих мероприятий по организации дистанционного обучения на платформе Zoom. Изначально мы именно остановились на этой платформе, потому что были вопросы, связанные прежде всего с тем, что разнообразие различных возможностей, ресурсов, платформ – это, конечно, хорошо, но было очень мало времени, чтобы это все освоить быстро и эффективно, с одной стороны, а с другой стороны, не хотелось бы ставить в сложное положение родителей, да, особенно если в семье несколько детей, и, скажем так, один родитель работает на одной платформе и пользуется одними ресурсами, другой учитель использует другую платформу и ресурсы, и тогда вот эта путаница организационно может сказаться не лучшим образом и на подготовке детей, и на возможности родителей их контролировать. Поэтому мы для себя приняли решение, что мы сначала постигаем возможности одной платформы, а там уже как пойдет. 24 марта в конференц-зале гимназии состоялось расширенное заседание методического совета с приглашением представителей методических объединений. Рабочая группа подготовила и провела практический семинар по организации дистанционного обучения на платформе Zoom. В ходе семинара педагогические работники познакомились с особенностями и преимуществами данной платформы, посмотрели пробный урок в 11 классе. 25 марта специалисты гимназии по запросу администрации школы номер 8 НТ провели обучение учителей этой образовательной организации основам работы на платформе Zoom. Вопрос перехода на дистанционное обучение был затронут в ходе информационно-методической сессии опорных школ, проводимых Коми-Республиканским институтом развития образования, где опорные школы поделились трудностями, с которыми столкнулись при переходе на дистант, представили первые наработки в этом направлении. Так возникла идея распространения опыта опорных школ по организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 30 марта разработанный специалистами гимназии вебинар «Организация электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий посредством платформы Zoom» первым в серии вебинаров транслировался на уровне Республики Коми. Материал для проведения республиканского вебинара разрабатывали учителя гимназии. Именно в ходе этой работы они смогли поделиться первым опытом организации урочной и внеурочной деятельности при переходе на дистанционное обучение. Таким образом,
Первая и довольно серьезная для педагогического коллектива гимназии трудность была преодолена в течение 2 недель. А в период весенних каникул, которые длились дольше обычного, учителя и воспитатели гимназии, а также классные руководители были в постоянном взаимодействии, организовывали дистанционные встречи с классами, проводили родительские собрания, уроки. Причем первые дистанционные уроки мы проводили именно на каникулах и, безусловно, с согласия родителей. И к 13 апреля, к началу возобновления занятий после завершения затянувшихся каникул, мы хорошо понимали, какими инструментами будем пользоваться, организуя урочную и внеурочную деятельность в дистанционном формате. Я с уверенностью могу сказать, что с этой трудностью коллектив гимназии справился. Следующая трудность, которая возникла и преодолевалась параллельно с первой, это организация процесса дистанционного обучения. Мы сколь угодно долго можем рассуждать о плюсах и минусах дистанционного обучения, ругать его, находить достоинства, но одним из самых важных и сложных вопросов остается вопрос, как организовать дистанционное обучение так, чтобы максимально комфортно, ну, насколько это возможно, конечно, себя чувствовали все участники образовательных отношений. Я думаю, все согласятся с тезисом, что переход на дистанционное обучение – это сложный организационный вопрос, который требует решения целого ряда задач. Ну, например, таких как будет выглядеть расписание, как эффективнее спланировать рабочий день, учебную неделю, как объективно и качественно проверять домашние задания, как обеспечить взаимодействие и обратную связь с родителями, в том числе и по вопросам контроля за деятельностью учащихся, как среди большого количества онлайн-ресурсов найти соответствие предлагаемого материала программе учебных предметов. Большой проблемой для нашего коллектива также стала проблема, точнее задача, да, которую предстояло решить, как организовывать уроки музыки и физической культуры, от которых нельзя было отказываться, а также как организовать психологическую помощь и внеурочную деятельность. Таким образом, подготовка педагогического коллектива к переходу на дистанционное обучение сопровождалась поиском эффективных ответов на эти организационные вопросы. Мы приняли решение сохранить рамки привычного и учащимся, и родителям расписания уроков, следуя при этом тем санитарным требованиям, которые необходимо было соблюдать при переходе на дистант. На учителей, безусловно, легла дополнительная нагрузка, поскольку необходимо было планировать рабочее время на неделю вперед, так как все эти нюансы закладывались в расписание еженедельно, включая перечень домашних заданий, ссылки на материалы онлайн-ресурсов и так далее. Вот перед вами скриншот шаблона расписания уроков в режиме дистанционного обучения. Само расписание располагается на официальном сайте гимназии номер 2. И здесь, если вы посмотрите по датам, то здесь уже расписание, которое мы использовали в текущем учебном году, когда по санитарным нормам 11, а вслед за ними и 10 классы были переведены на дистанционное обучение. То есть, соответственно, уже было понятно и детям, и родителям, где брать необходимую информацию, потому что довольно активно с сайтом они работали, начиная с апреля 2020 года. Параллельно составлялось расписание деятельности педагога-психолога, внеурочных занятий. Учителя разрабатывали расписание на следующую неделю по предложенной форме и рабочие листы уроков, которые служили учащимся инструкцией к освоению той или иной темы. Эта практика, она применяется сейчас широко для детей, которые по разным причинам отсутствуют во время учебной деятельности, то есть они всегда могут благодаря этим рабочим листам уроков знать, какую тему проходили, каким ресурсом можно воспользоваться, чтобы посмотреть дополнительные материалы и выполнить домашнюю работу. Задачу отбора онлайн-ресурсов, инструментов контроля, материалы которых устраивали бы учителя, педагогические работники решали сами. На первый план вышло самообразование в области овладения информационными и дистанционными технологиями. Детально и эффективно разобраться в этих вопросах помогли серии вебинаров и семинаров, которые были организованы на региональном уровне Коми Республиканским институтом развития образования. Также широко мы опыт перенимали корпорации «Российский учебник», фонда «Педагогический университет», 1 сентября. На следующем слайде вы видите лишь небольшую часть тематических вебинаров и семинаров, которые
освоили педагогические работники гимназии, чтобы оптимально организовать дистанционное обучение. Но опять же я повторюсь, что при всем том многообразии все-таки мы решили в определенной степени сузить эту, так сказать, географию для того, чтобы не создавать определенные проблемные вопросы для родителей, которые, безусловно, по их же собственному выражению порой путались, да, где ребенку нужно брать задания по тому или иному предмету, то ли я на Я-классе, то ли я на Учи.ру, то ли на Яндекс.Учебнике. Поэтому мы вот к этому тоже подошли с определенной степенью внимательности. Важным вопросом при переходе на дистанционное обучение стало здоровье-сбережение учащихся и педагогических работников. По инициативе учителей начальных классов, учителей физической культуры, учащиеся свое утро начинали с зарядки гимнастики. Учащиеся младших классов вместе с родителями активно включились в эту деятельность. Они создавали видеоролики гимнастических занятий, выкладывали их в группу класса или гимназии, а также в своей группе в социальных сетях. Я сейчас покажу вам небольшой видеоролик, надеюсь, что он пойдет. На всесто.ком. То есть это вот видеоролик, который был создан вместе с родителями и учителями, учащимися третьих классов. И, собственно говоря, все хорошо благодаря этому понимали, что и уроки физкультуры, и физразминка, и вообще здоровье и сбережение является тоже неотъемлемой частью образовательной деятельности в условиях дистанта. Свой рабочий день учителя гимназии, а также все желающие, потому что впоследствии к этой инициативе присоединились и работники столовой, и технический персонал, и мамы учащихся, они начинали с фитнес-зарядки, которую организовала по собственной инициативе и проводила преподаватель хореографии нашей гимназии. А вместе с родителями выпускников Евгения Сергеевна параллельно разучивала вальс к последнему звонку, который тоже, в общем-то, никто не отменял. Тоже небольшой фрагмент предлагаю вашему вниманию. Первый. 3, 4. Дальше вальс, пара. Вперед-назад. И 1, 2, 3 назад. 2, 3 вперед. 2, 3 назад. 2, 3. Квадрат чешем с правой ножки. И шаг, шаг. Переступить назад с левой. Еще одна трудность, с которой мы столкнулись, это организация психологической поддержки в условиях дистанционного обучения. Проблема психологической готовности к переходу на дистанционное обучение тоже оказалась актуальной и для учащихся, и для родителей. Для многих детей огромную роль играет личное общение, ведь только таким образом можно почувствовать эмоцию другого человека, а на дистанционном обучении это сделать совсем непросто. И уже в первые дни каникул, когда обучение в дистанционном формате еще не началось, педагогом-психологом нашей гимназии была организована психологическая гостиная, где все участники образовательных отношений имели возможность получить всю необходимую помощь и поддержку. Эта страничка ВКонтакте, она популярностью пользуется и сегодня. У нее достаточно большой круг подписчиков на сегодняшний день. Совместно с учащимися из группы медиации Наталья Николаевна Швецова, наш психолог, организовывала и проводила такие мероприятия, как пластилиновая психология, учимся управлять временем, радуга настроения. Раздел педагога-психолога на официальном сайте наполнялся и наполняется актуальной информацией по оказанию психолого-педагогической помощи
помощи и профориентации учащихся. Следующая трудность – это организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, потому что это тоже неотъемлемая часть образовательной деятельности, и на нее необходимо было обратить особое внимание. Одной из серьезных задач, организационных задач прежде всего, которую предстояло решить в связи с переходом на дистанционное обучение, стало сохранение в полном объеме платных услуг, предоставляемых учащимся в рамках кружковых и секционных занятий, а также сохранение эффективности внеурочной деятельности. Вместе с переводом в дистанционный формат уроков учителя гимназии стали активно проводить в дистанции кружки, секции, различные мероприятия в рамках основных направлений внеурочной деятельности. В дистанционный режим были переведены предметные кружки, а также спортивные секции, вокал, хор, хореография. Я сейчас тоже вам покажу небольшой фрагмент кружка в 3 классе по французскому языку, причем у учителя французского языка Богдановой Оксаны Николаевны, у самой сын был в прошлом году второклассник, и вот здесь как раз-таки на видео вводной части кружка это очень хорошо видно, ну, по крайней мере, слышно точно. Добрый день всем, кто подключается. Ребята, кто подключается, пока закончу, я сейчас пойду уже, у меня у сына конференция, сейчас помогу ему зайти и подсоединюсь к вам. Итак, мы приступим, как вам уже пообещала, мы сегодня с вами немножечко поиграем. Я хочу посмотреть, как вообще у нас пойдет такой вид деятельности. Aimez-vous jouer? Aimez-vous jouer? Très bien. Vous aimez jouer? À quoi jouez-vous maintenant? À quoi jouez-vous maintenant? Но я сегодня предлагаю вам игру, которая называется «Переполох на ферме». «Переполох на ферме». Да, и у нас случилось такое происшествие, у нас пропали животные. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Ну, тоже коротенький фрагмент, но, тем не менее, я полагаю, он показательным в своем роде. Прошлый учебный год мы завершили параллельно с подготовкой к празднованию 75-летия Великой Победы. Нам повезло, гимназисты успели подготовить и провести уроки мужества и памяти, а 14 марта выступили на сцене Дома культуры с тематическим отчетным концертом «Мы память бережно храним». А на следующий день, 15 марта, был подписан указ о введении повышенной готовности. Но та патриотическая эстафета, тон, который был задан на отчетном концерте, была продолжена. Один из номеров концерта был посвящен участникам Великой Отечественной войны, родным и близким учащихся и работников гимназии. С портретами этих героев мы хотели принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», назначенной на 9 мая, но обстоятельства не позволили это сделать, поэтому мы включились в акцию «Бессмертный полк дома». В разделе «Год памяти и славы» официального сайта гимназии портреты наших героев нашли свое достойное место. И в преддверии 9 мая количество посетителей сайта гимназии номер 2 достигло своего пикового значения. Очень активно и дети, и учителя, и работники в гимназии включились в эту работу. Вот тоже хочу показать фрагмент. Свои страницы, календарь, нам погибшие герои не вернутся. Радость сметается, печаль, люди спрашивайте, сердца их снова льются. Наши братья, это день, чего не жаль, поднимают на тебя победу славу. Ну и параллельно с этой акцией учащиеся еще и включились в другие акции «Бессмертный полк дома», «Вспомним солдата в кругу семьи», «Рисуем победу», «Георгиевская ленточка лучше дома».
Кроме этого, гимназисты активно включились в подготовку к различным мероприятиям, которые проводились в дистанционном формате. Выпускники, примите поздравления. Последний звонок в 9 и 11 классах, так же, как и везде, проходил в дистанционном формате. День учителя уже в этом учебном году учащиеся для своих педагогов готовили также с применением дистанционных технологий. Мы стараемся не отменять образовательные события, реализация которых лежит в основе проекта «Опорная школа», только теперь мы переводим их в дистанционный формат и работаем над тем, чтобы эти мероприятия были не менее интересны и эффективны, чем раньше. В ноябре 2020 года гимназия проводила традиционную муниципальную патриотическую игру «Призывник-2020», не отказавшись от нее, но переведя в онлайн-формат. Это была онлайн-викторина с элементами квеста. Таким образом, возникшие трудности, связанные с решением организационных вопросов при переходе на дистанционное обучение, в целом были преодолены. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну что ж, мы выслушали тоже интересный и яркий доклад Ольги Михайловны в видеоформате. Да, с интернетом, к сожалению, возникают так или иначе сложности, собственно говоря, как и с людьми, хотя вроде бы техника, да, и везде есть свои нюансы. Что ж, мы сейчас постараемся снова взаимодействовать с Зеленецкой средней общеобразовательной школой и ждем подключения наших коллег. Ну, замечательно, мы очень этому рады. Слышно нас? Слышно? Здравствуйте, мы вас слышим. Итак, все, начинаем. Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы работаем в Зеленецкой средней школе, и я, как учитель начальных классов, хотела бы немножечко затронуть тему формирования классного коллектива через развитие навыков самоуправления по системе сменных поручений. Итак, все мы, конечно же, мечтаем уже о коллективе едином, дружном, творческом, активном, организованном, ну и так далее. Но в первый класс зачастую идут ребята, которые друг с другом еще не знакомы, и поэтому в первых классах, конечно же, классный руководитель только начинает закладывать фундамент в образовании детского коллектива. Я вот здесь не зря поставила такую картинку оркестра. Да? Вообще любой коллектив можно сравнить как раз с оркестром. Что главное в нем? Чтобы играли все музыканты, играли слаженно, дружно. Но, естественно, если один музыкант отбился, сфальшивил или не стал играть свою партию, так скажем, да, музыка получается уже не та. Также и в классном коллективе. Конечно же, вместо дирижера в классном коллективе берет свою роль это классный руководитель. Именно от него зависит сплоченность данного коллектива. Итак, что же я вообще практикую в своей деятельности? В моем классном коллективе есть мэр, помощник классного руководителя и мэра, журналисты, главврачи, библиотекари, цветоводы, физорги и художники. У меня уже идет 4-й набор детей, и со временем я поняла, что современные дети, они более знают жизнь окружающую, то есть социально они адаптированы. Поэтому до этого, если я пробовала свой классный коллектив построить, допустим, в виде кораблика или космоса, НЛО, мы путешествовали и так далее, соответственно, должности и поручения были именно на эту тему, то сейчас для нынешних детей, именно вот я с этим столкнулась, немножечко им уже это смешно становится. Если в 1-2 классе они еще в игру это вовлекаются, то в 3-4 классе они уже не так более серьезно к этому относятся. Поэтому вот взяла вот такие должности и поручения. Вы, наверное, заметили, что все поручения и должности практически написаны во множественном числе. Это неспроста, потому что в 1 классе на детей и так взваливается огромный груз ответственности.
И если добавить к этому еще и поручения, то для него это очень сложно. Поэтому я назначаю по 2 человека. Во-первых, они учатся друг с другом общаться. Во-вторых, есть взаимозаменяемость. Если кто-то заболел, то второй человек идет на подхвате. В течение 4 лет я 2 раза в год меняю должности ребятам, так же, как и их пару. То есть я бы хотела, чтобы каждый ребенок побыл в той или иной роли. Но здесь тоже надо быть очень аккуратным, потому что некоторые ребята не хотят быть мэрами, они скованы, да, стесняются и так далее. Тоже принуждать к этому не стоит. Но, с другой стороны, были такие случаи, что вот на примере своего класса девочка очень скромная, сильно, была пассивная, так скажем, да, но, взяв на себя функцию мэра, девочка раскрылась и стала уже на данный момент очень хорошим лидером, ведет за собой коллектив классный. В общем, эта работа была проделана не зря. Итак, вообще, что требуется от учеников? Конечно же, это желание, я еще раз повторюсь, и самостоятельность. Да? Иногда классный руководитель не боится потребовать, да, с ученика, чтобы не отбить у него желание к этому поручению, да, и иногда что-то сам делает. На самом деле это не очень хорошо. Лучше, если ребенок под вашим чутким руководством сделает это самостоятельно. Вот. Также могу еще привести пример, допустим, цветоводы. Поставила 2 девочек, одна из них вообще не понимала, что значит поливать цветы. Для нее это было очень сложно, она сначала испугалась, но благодаря второй девочке в паре, которая имела уже практику работы с цветами, та ее научила. В принципе, новые навыки появились, и девочка очень рада. Она до сих пор у меня эти цветы поливает, и даже без поручения официального, так скажем. Что требуется от учителя? Вот я здесь выписала только 2 слова, это именно на выходе с 4 класса. Это контроль и поощрение, потому что к концу 4 класса роль учителя становится как бы такой прозрачной, невидимой, но все-таки она должна быть. Контроль, обязательно смотреть, исполняют ли дети все в должном виде, потому что дети, когда привыкают к своей должности, иногда расслабляются, так скажем. Ну и, конечно же, поощрять такие должности тоже нужно. Как я организую эту работу? Это очень просто сейчас делать. Дети, в принципе, рады и заметки в дневнике, похвалу, и небольшую грамоту какую-то. Также, если на родительском собрании выделить родителей у таких детей, дети, в принципе, очень довольны. Итак, вообще, к чему приводит данная работа по самоуправлению, именно по системе поручений? Конечно же, это улучшение дисциплины в классе. Всегда в классе найдется такой ученик, который любит пошуметь, похулиганить и так далее. Но именно войдя в разные роли, исполняя разные поручения, он понимает груз ответственности и уже старается меньше мешать ученикам, то есть он больше именно вклинивается в этот коллектив. Итак, сплоченность детского коллектива, но это, конечно же, однозначно, потому что работа в парах дает о себе знать. А когда еще пара сменного состава, это тоже большой плюс. Также идет раскрытие творческих, организаторских и лидерских способностей детей. Вот сейчас вот на слайде вы можете видеть выступление на Новый год. Ребята стоят с валенками, это уже у меня 4 класс. И хотела бы сказать вот именно по этому мероприятию, по его подготовке. Я практически не участвовала именно в подготовке, потому что дети решили это сделать сами. Они накидали несколько вариантов песен, которые они могут обыграть, подготовили атрибутику. От меня оставалось только их именно организовать по репетициям. Ну и, конечно же, самый большой плюс – это привлечение родителей к совместной деятельности.
Самый большой пример для подражания у детей – это их родители. И если грамотно тоже провести работу с родителями, раздать им тоже обязанности какие-то, и причем детям рассказать о том, что делают их родители, их это подстегивает, они стараются на них равняться. Итак, ну и я считаю, что на выходе из 4 класса уже будет виден результат этого самоуправления, то есть фундамент мы закладываем в начальной школе. Итак, спасибо за внимание, передаю слово коллегам. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я бы хотела рассказать вам немножко о такой воспитательной технологии, как годовой круг календаря. Зовут меня Голдобина Татьяна Владимировна, и я работаю в 6-м кадетском классе классным руководителем, 2-й год, у меня кадеты, а вообще стаж как классного руководителя у меня 10 лет. Так, ну, большая роль. Вот мои кадеты, симпатичные, 1 сентября. Так, ну, большая роль в работе классного руководителя отводится подготовке и проведению мероприятий, праздников. Многие праздники из года в год повторяются. Проведение повторяющихся праздников сложилось в воспитательную систему, которая называется годовой круг календаря. Существует несколько воспитательных технологий с подобным названием. Я хочу остановиться и в своей работе использовать технологию, которую разработали священник Алексей Мороз и Валентина Сергеевна Безрукова. Суть технологии – это планирование и проведение работы, которая проходит в соответствии с 4 годичными кругами – личным, государственным, народным и религиозным. Деятельность детей строится на подготовке и проведении праздников. Как было сказано ранее, что любой праздник, конечно, привлекателен, да, что главный ресурс, наверное, классного руководителя, чтобы заинтересовать детей, чтобы они с удовольствием участвовали в любой деятельности, это должна быть привлекательность. Ну и, конечно же, что мы можем придумать более привлекательное, чем праздники? В праздниках также формируется воспитывающая среда для осуществления духовно-нравственного образования. Так. Итак, вот было сказано ранее, что это получается, что годовой круг календаря — государственные праздники, религиозные, личные, народные, которые образуют годовой круг календаря. Суть технологии, которой является священник Алексей Мороз и Валентина Сергеевна Безрукова, я уже сказала, в чем заключается, да? Попытки построить для школы годовой календарный круг были у Яна Амоса Каменского. Будучи христианином, он это делал на основе христианского учения. Им была разработана программа Помпедия как универсальная для воспитания всего человечества. Она была основана на христианской любви, на христианских праздниках и событиях. Совсем близко к идее круга подошел Сергей Александрович Рачинский. Он впервые дал педагогическое осмысление круга, создал и описал годовой цикл школьных торжеств, считая, что школа должна заниматься, вернее, запомниться детям именно праздниками. Так, ну и в нашем классе мы активно, конечно же, участвуем, принимаем участие и сами проводим, организуем личные праздники, религиозные, народные и, конечно же, принимаем в государственных праздниках активное участие. Итак, в каких же государственных праздниках участвует наш 6-й кадетский класс? Ну, как, наверное, любой другой класс, начинаем мы учебный год с Дня знаний, с удовольствием. День учителя, Всемирный день отказа от курения, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, Всемирный день здоровья, День Победы и заключительный праздник – День защиты детей. Какие же народные праздники? Это праздник урожая, Масленица надвигается у нас. Так, религиозные праздники.
Рождество Христово, Пасха. Дом культуры села Зеленец любит устраивать праздники, рождественские гуляния и пасхальные гуляния, и наши ребята с удовольствием принимают участие. Так, ну, чтобы праздник любой возымел воспитательный эффект, а именно способствовал формированию классного коллектива, необходимо его, конечно же, грамотно организовать. Подготовка праздника включает в себя несколько этапов. В частности, ожидание праздника. Так, подготовка праздника. Подготовка – это информационная часть, беседа о празднике, просмотр фильмов о содержании, об истории праздника, творческая часть, включает в себя творчество детей, рисование, сочинение, сообщения и другие виды творческой деятельности. Практическая часть, это, понятно, разучивание текстов песен, стихов, танцев, хороводы. Техническая часть – приобретение необходимых подарков, украшения помещений. И проверяем, как же наши ребята подготовились к празднику. Так. Проведение праздника также состоит из нескольких этапов. Это создание атмосферы праздника, совместные занятия, игры, само непосредственно праздничное мероприятие и самое любимое, наверное, не самое любимое, а тоже приятное праздничное чаепитие, где, конечно же, мы обсуждаем, что получилось, что не получилось, что понравилось, что не понравилось, и делаем какие-то планы на будущее, да, создаем. И каковы же результаты использования этой технологии? Прежде всего, конечно же, укрепление отношений в классном коллективе, развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка через приобщение к истокам народной культуры, создание условий для воспитания детей в традиции народной педагогики, формирование интереса к духовно-нравственному наследию предков, и предупреждение асоциального поведения. Так, и хотелось бы мне закончить свое выступление словами Эрнеста Хемингуэя, что праздник нужно всегда носить с собой. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Савлина Надежда Александровна, и я хочу вам рассказать, мой доклад посвящен теме формирования коллектива через КТД. Коллективная творческая деятельность является эффективным способом развития школьников, и в самом названии уже заключается расшифровка. Дело – это активная деятельность, призванная улучшить жизнь класса или окружающих людей. Коллективная, то есть задействован весь класс. Дети и взрослые сообща придумывают, планируют, готовятся и проводят мероприятия. Творческая, потому что школьники работают не по шаблону, действуют, а самостоятельно ищут пути решения задачи, совершают открытия и генерируют идеи. Во время такой деятельности дети учатся взаимодействовать друг с другом, работать на общий результат, удовлетворяется их потребность в общении, появляется возможность для творческой самореализации как индивидуальной, так и коллективной. А также развивается личность каждого ребенка, раскрываются новые таланты и способности. Существует следующая классификация коллективных творческих дел. Это познавательные дела, трудовые, художественные, спортивные, общественные, экологические и досуговые. Это такое немножечко из теории. Сейчас расскажу о себе. Стаж мой как классного руководителя 10 лет. И мне очень повезло с моим первым выпуском. Дело в том, что до работы в школе я работала в детском саду. И те ребята, которых я выпустила из детского сада, потом пришла работать в школу во 2 класс именно к своим ребятам. То есть мне и ребята, и родители были знакомы. И так мы с ними и прожили до окончания 11 класса. То есть достаточно, практически всю жизнь, с 1,5 лет до 18 лет мы были вместе. У нас была очень активная и насыщенная жизнь. И, конечно, вся она раскрывается как раз через коллективную творческую деятельность.
Я немножечко расскажу о том, какие мероприятия мы проводили, и постараюсь как-то вот по классификации, наверное. Да? Например, спортивные дела. Очень много мои ребята участвовали в соревнованиях. В основном, конечно, вот начальная школа, среднее звено – это спортивные соревнования школы. Но уже к старшим классам они вошли в сборные нашей школы по баскетболу и волейболу и принимали участие уже в районных соревнованиях. То есть это большая часть класса входили в сборную школы по спортивным, по видам спорта разным. Также мы проводили дни здоровья, как в классе, так и в школе. Например, в 11 классе весь день здоровья был организован и проведен именно моим классом. С целым классом мы ездили в бассейн каждый год, но это уже с 5 класса, когда уже чуть постарше ребята стали, и совершали также лыжные прогулки тоже именно классом. Все это сплотило коллектив. Трудовые дела. Участие в трудовых десантах. Например, уборка территории нашей школы традиционно перед разными праздниками, значимыми датами. 9 мая, например, да, это традиционно всегда мы принимали участие. А также вот тут применимо, допустим, экологическое. Многие ребята посещали летние лагеря при школе и участвовали в акции «Речная лента». В общем, тоже способствует сплочению и, кроме того, развивает, конечно, личность. Следующее, что я бы хотела обозначить, например, это у нас досуговые коллективные дела. Дело в том, что я только что сказала о том, что ребят я знаю с детского сада и родителей в том числе, поэтому родители всегда поддерживали очень много моих идей. Спасибо им за это большое. Например, мы с классом ходили в походы. Ну, это, наверное, многие классы ходят. С 2009 года мои ребята, то есть со 2 класса, стали активными участниками КВН, потому что я сама тоже КВНщица и их вовлекла. У меня в классе было 2 команды, мальчуковая команда «Комарики», девичья команда «Бархатцы». То есть тут только ученики класса входили. А вот с 2013 года, когда стали чуть постарше, мы уже объединили команды и участвовали в Эжминской юниор-лиге КВАН. Классом мы также очень много путешествовали. Практически каждый год у нас были поездки. Например, 3 мы побывали в детском оздоровительном лагере «Волна» в Санкт-Петербурге. 2 раза мы побывали на экскурсии в Москве на каникулах. Также ездили в детский оздоровительный центр «Медвежонок» в Геленджике и в детский лагерь «Лесная сказка» в Чебоксарах. В каждом городе, в каком бы мы ни побывали, мы обязательно посещали музеи, потому что родители хотели, чтобы дети развивались, и я тоже была за. Конечно, мы все, что можно было, посещали. И переходим к общественным делам. Они тесно связаны у меня с художественным, потому что там сейчас такой момент будет интересный. Мои ребята участвовали во множествах концертов в нашем селе. Именно и одиночно сольные выступления, например, вокальные, да, и классными коллективами. Это концерты к 9 мая, это благотворительные концерты, которые у нас ежегодно проходят в конце января. Сбор средств в помощь храму Богоявления. Тоже всем классам. Кроме того, мы организовали собственные благотворительные концерты, и это, наверное, вот тот момент, в котором дети меня поддержали, мою идею, а потом они и сами стали активно продвигать ее. Начиная с 2011 года мы каждое 30 сентября проводили благотворительный концерт по сбору средств в помощь кому-либо. Например, первый наш концерт мы собрали средства в помощь храму Богоявления села Зеленец. А далее мы решили помогать деткам. В 2013 году мы помогли отделению кардиоревматологии кардиоцентра города Сыктывкар. В 2015 году отделению хирургии Коми республиканской детской больницы. А в 2016-2017 отделению педиатрии и отделению недоношенных новорожденных, тоже в Коми республиканской детской больнице.
Средства, которые мы собирали, от 1500 до 6000. И концерты были полностью построены именно классом. То есть участвовали только ребята из нашего класса. Единственное, что последние 2 концерта мы уже привлекли, и ребята, у нас очень много в школе творческих ребят одаренных, мы их тоже привлекли и превратили таким образом благотворительный концерт в фестиваль детского творчества. Вот. У нас есть и фотографии, конечно, сегодня я ничего не продемонстрирую, потому что согласия нет от ребят, можно ли все это вам показать. Но поверьте, на слово это все было. Это моя гордость, вот эти благотворительные концерты. Ребята продумывали сценарий, продумывали цели, во-первых, кому поможем, да? Потом мы связывались с этими отделениями, спрашивали, какая помощь им требуется. То есть это была не денежная помощь, а, например, вот нужны им игры определенные. Мы закупали эти игры, потом с ребятами отвозили в отделение и общались с пациентами маленькими, вот, дарили им радость. Это вот, пожалуй, такое наше большое очень дело. Вот. Кроме того, ребята моего класса участвовали в постановке и театрализации новогодних утренников для учащихся начальных классов в нашей школе. Вот так немножечко похвасталась вам. Так, но почему все это произошло? Наверное, потому что когда я сама училась в школе, у меня был очень активный класс, очень активный классный руководитель, поэтому, наверное, я вот так тоже с такой стала. Мой класс вот выпускной, который в 2018 году окончил 11 класс, тоже очень активный, я вам сейчас продемонстрировала. Сейчас мои выпускники, некоторые получают педагогическое образование. Я верю в то, что они станут тоже очень активными классными руководителями. И они взяли шефство над моим новым классом. В этом году я стала классным руководителем 5 А. И мои ребята, выпускники, активно с ними сотрудничают. И вот из последних мероприятий, например, на 23 февраля, пришли мои выпускники, ребята, которые побывали в армии. Они пришли на классный час, чтобы рассказать о службе в армии, ответить на вопросы ребят. Такое у нас вот содружество теперь. Старшие взяли шефство. А с нынешними пятиклассниками мы уже успели побывать и в театре, сняли видеоклип. Вот сейчас планируем лыжную прогулку и, конечно, традиционные вечера в классе, которые, я уверена, проводят все классные руководители для того, чтобы сплотить коллектив. Вот, пожалуй, все, что я бы хотела рассказать. Создавайте ситуацию успеха для своих учеников, и они будут активны, они будут развиваться, и они будут благодарны, я думаю, потом тому, что жизнь вот так, в жизни такими стали. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, коллеги, уважаемые Юлия Валерьевна, Татьяна Владимировна, Надежда Александровна, за яркие, интересные доклады о той деятельности, которую вы осуществляете в своей школе. И очень приятно действительно видеть, как пишут коллеги, как вы горите на работе в хорошем смысле, да, от идей, от действительно заряда позитива и готовы делиться этим самым зарядом позитива со своими учениками. В том числе и педагогика сотрудничества здесь тоже была ярко представлена, да, и когда мы говорим о том, что действительно так или иначе человеческий фактор, да, личность педагога, классного руководителя влияет на действительно тот климат, который обеспечен в детском классном коллективе. Детки бывают разные. Стадии развития коллектива могут быть разные, но те технологии, которые мы применяем в практике, они действительно способствуют переходу коллектива от одной ступени развития к другой ступени. И как было сказано в методике Лутошкина, о которой мы говорили с вами на прошлом семинаре республиканском, когда мы говорим, да, о том, какой коллектив, и дети определяют его стадию развития. Да. Помните, там, кто проводил подобный тест, это песчаная россыпь, да, самый такой зыбкий и, так скажем, начальный уровень развития коллектива, и тот самый горящий факел, к которому мы стремимся и, собственно говоря, сами принадлежим к данной группе, да, в коллективе собственной школы.
очень приятно участие Зеленецкой средней общеобразовательной школы, вашего дружного коллектива. И спасибо вам огромное за тот материал, который вы предоставили, и то настроение, с которым вы этот материал подали. Что ж, тут тоже интересно говорили о праздниках. Хотелось бы наших уважаемых классных руководителей еще раз обратить к конкурсу, который проходит и который открыт до принятия работ до 15 марта 2021 года, календарь образовательных событий, да, то есть вот тот самый круг, календарь образовательных событий, который организовывается на уровне федерации, на уровне республики Коми, и соответствующие документы тоже представлены на нашем сайте. Мы ждем разработок классных часов, я думаю, что коллеги тоже ими поделятся, для участия в конкурсе. И желаем, конечно, побед, желаем, конечно, признания. Спасибо огромное. Я думаю, что сегодняшний семинар был действительно полезен и действительно интересен нашим замечательным коллегам. Знаю, что большинство наших классных руководителей – это все-таки дамы, девушки, женщины, да, та прекрасная половина человечества, которая освещает дорогу, освещает мир. И я бы хотела закончить на такой позитивной ноте наш сегодняшний семинар и поздравить всех от души с наступающим праздником, праздником весны, праздником красоты, праздником труда, который для нас является позитивным, радостным и вдохновляет. Спасибо вам огромное, уважаемые коллеги. Отдельное спасибо вам, уважаемые наши педагоги, женщины, за то, что вы реализуете себя и дарите, так скажем, ту наполненность, которой вы, да, делитесь с окружающими. Добро, позитив, нежность, радость и, самое главное, заботу. Спасибо вам огромное. С праздником, уважаемые женщины. До новых встреч, друзья. Всего доброго.